провести необходимую... Заседание Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности в Кремле прошло с участием губернаторов, глав субъектов, министров и представителей политических партий, в их числе и Рамзан Кадыров. С докладом о предложениях по развитию этой сферы выступали руководители субъектов и ведомств, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о самых ярких городах страны, назвав их в числе северную столицу. В ответ на это президент страны отметил, что чеченской столицей нужно гордиться наравне с Москвой и Петербургом. Геннадий Андреевич упомянул о некоторых наших городах. Действительно, мы можем ими гордиться и Москвой, и Петербургом, и городами Золотого кольца, Поволжья. Я вспомнил бы еще один. Грозный. Грозный отстроили прекрасно. Помню, в каком состоянии он был, и как при помощи всей страны Чеченская Республика смогла его воссоздать в таком виде, в котором он, наверное, никогда раньше и не был. На долю Грозного выпало множество событий и испытаний. В 2000 году начали говорить даже о том, чтобы перенести столицу в менее разрушенный войной Гудермес. Но глава администрации Чечни Ахмад Хаджи Кадыров решительно заявил, что столицей навсегда останется Грозный. А в 2004 году еще первый вице-премьер республики Рамзан Кадыров отметил, что через 10 лет город будет не узнать. Уже через 8 лет после этого заявления, в августе 2012 года Грозный возглавил рейтинг самых счастливых городов страны. Причем эксперты оценивали его по уровню материального благополучия горожан, экологии, безопасности и благоустройства. Отличительной особенностью чеченской столицы является также оригинальное сочетание современных технологий при возведении зданий и особенностей национальной архитектуры. Учитывать культурное наследие в градостроительстве на Госсовете сегодня призвал и глава государства. Любая территория – это единый живой организм со своей историей и со своими традициями. Каждый третий город в России, множество поселков и сел обладают уникальными архитектурными и культурными достояниями, культурным наследием. И все это нужно учитывать при принятии градостроительных решений, при формировании схем территориального планирования. Также важно соотносить эти планы с запросами граждан, смотреть, чтобы строительство новых кварталов не приводило к критической перегрузке инфраструктуры. Прежде всего, конечно, имею в виду социальную и транспортную инфраструктуру. Ведь градостроительство – это создание благоприятных, комфортных условий для жизни и работы людей. В начале своего выступления президент страны призвал снизить ставки по ипотечным кредитам, а также отметил, что удовлетворить спрос на жилье можно лишь при помощи рыночных механизмов, в том числе ипотеки, которая должна стать более доступной. У строительной отрасли есть все возможности, чтобы стать одним из ключевых драйверов роста российской экономики, подчеркнул глава государства. И для этого важно в полной мере реализовать ее колоссальный потенциал. В целом, в историческом плане мы можем эту проблему решить. У нас есть такой исторический шанс. Но для этого нужно сделать немногое, но только нужно это сделать. Нужно разбюрократить принятие решений по выдаче земли. Не раздавать ее своим да нашим, а понять, что если мы будем действовать эффективно, будем действовать настойчиво, то и в каждом регионе, и в стране в целом ситуация кардинально может поменяться, понимаете? Ну, кардинально. Инструменты эти заработали. Мы будем их совершенствовать. Может быть, включим еще нечто такое целесообразное, что вот коллеги предлагают из Думы, там, и из общественных организаций, из профессионального сообщества. Но вот поверьте мне, у нас есть такой исторический шанс. И мы все, вы все будете участником решения этого вопроса, который никогда не был решен в России. А мы можем это сделать. За последние 5 лет в Чечне введено около 3 миллионов квадратных метров жилья. По итогам 2015 года плановый показатель Минстроя России по вводу жилья в регионе перевыполнен более чем в 2 раза. В регионе ведется работа по внедрению инновационных технологий в сфере стройиндустрии и обеспечению импортозамещения. Создается высокотехнологичный строительный технопарк «Казбек». В общей сложности на стадии реализации находится 145 инвестиционных проектов общей стоимостью около 265 миллиардов рублей.
людей, а также активно ведется строительство жилья и коммерческой недвижимости. Комментируя прошедшее заседание Госсовета на своей странице в Instagram, Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Чеченская Республика станет одним из самых развитых регионов России. Рустам Кадимагомаев, Ибрагим Налаев. Новости.